Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Микрофинансовые организации в третьем квартале выдали на 13% меньше займов в самом массовом сегменте микрозаймов до 10 тысяч рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Сокращение микрозаймов на небольшие суммы, пояснили в бюро, происходит на фоне снижения рентабельности микрофинансового бизнеса. Многие микрофинансовые организации уже не так активно предоставляют совсем небольшие займы новым заемщикам, а стараются кредитовать уже проверенных клиентов, которым можно делегировать займы на сумму свыше 10 тысяч рублей. При этом основной причиной снижения рентабельности микрокредитования являются прежде всего мероприятия Банка России по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе по ограничению стоимости микрозаймов, отметили в бюро кредитных историй. Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности. Документ гарантирует проживающим и работающим в сельской местности женщинам сокращенную продолжительность рабочего времени. Согласно подписанному закону, она не должна превышать 36 часов в неделю при сохранении заработной платы. Данная льгота до сих пор регламентировалась постановлением Верховного Совета России 1990 года. До принятия закона Госдумой право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом. Документ также гарантирует право женщин в сельской местности на повышенную оплату, если по условию труда рабочий день разделен на части. Госдума в первом чтении приняла законопроект об отмене так называемого банковского роуминга. Речь идет об отмене комиссий при переводах между клиентами внутри одного банка, проживающих, например, в разных регионах страны. В законопроекте, в частности, говорится о том, что такая мера направлена на устранение межрегиональной дискриминации потребителей банковских услуг. Депутаты также предположили, что за невыполнение этих условий банкам могут грозить административные штрафы. Документу осталось пройти еще 2 чтения. Если законопроект будет принят, он вступит в силу спустя 180 дней с момента опубликования. Об упразднении таких комиссий в начале октября говорил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, этот вопрос касается почти каждого человека в стране. Глава правительства указал, что банки зачастую пытаются получить дополнительное вознаграждение за обычные процедуры, которые, по его словам, не несут никакой финансовой нагрузки. Тем временем Сбербанк не сможет подключиться к системе быстрых платежей до конца этого года из-за отсутствия технической возможности. Об этом заявил глава банка Герман Греф. По его словам, для подключения к системе требуется существенная доработка 16 базовых систем. Работы будут завершены к середине января 2020-го. После этого банк приступит к тестированию системы. Ранее Банк России оштрафовал Сбербанк на 1 миллион рублей за задержку с подключением к системе быстрых платежей, которая начала работать в феврале текущего года. Система позволяет осуществлять мгновенные переводы по номеру телефона между разными банками. К 1 октября к ней должны были подключиться все российские банки с универсальной лицензией. Министерство промышленности и торговли России выступает за введение маркировки драгоценных металлов, камней и изделий из них. Ведомство совместно с Минфином разрабатывают подходы к интеграции государственной информационной системы контроля за оборотом драгметаллов, камней и изделий из них на всех этапах их оборота и государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что власти республики вместе с компанией «Алроса» готовят предложение по маркировке натуральных алмазов для вынесения их на наблюдательный совет. Alibaba Group установила новый мировой рекорд продаж за один день. Как сообщили в компании, в день холостяка 11 ноября потребовалось 15 часов 49 минут, чтобы стоимость проданных товаров через торговые площадки компании перевалила отметку 24,3 миллиарда долларов, обновив собственный прошлогодний рекорд. Все подробности в материале Никиты Конева. Китайский гигант интернет-торговли Alibaba демонстрирует новые рекорды. За один день компания заработала больше 38 миллиардов долларов. 11 ноября в Китае отмечают День холостяка, и онлайн-магазины традиционно устраивают масштабные распродажи. Люди со всего мира стараются как можно скорее ухватить желаемый товар. Только в первую минуту с площадок, принадлежащих Alibaba, ушло вещей на $1 миллиард. Рекорд прошлого года удалось побить за 17 часов. И это несмотря на осторожные прогнозы экспертов, которые опасались, что общее снижение роста китайской экономики и торговые войны между Пекином и Вашингтоном повлияют на цифры.
За прошедшие 10 лет 11 ноября стало главной датой в году для любителей онлайн-шоппинга. Даже в знаменитые «Черную пятницу» и «Киберпонедельник» удается продать значительно меньше вещей. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.